Не исполнено поручение главы следующими исполнителями. Минкультура 1, Минприроды одно поручение, Минэнергосвязи одно и администрация города Сунжир также не исполнено одно поручение. Еженедельное совещание начинается с доклада начальника контрольного управления администрации главы. Главный вопрос повестки дня – о состоянии исполнения поручений главы и председателя правительства региона. Как отметил Владимир Сластенин, все структуры уже вернулись к штатному режиму работы, и их исполнению уже ничего не мешает. Вот такие цифры были, невыполнение огромное, перенесли на неделю. И все равно за неделю не убрали, остались невыполнены контрольные мероприятия. Попрошу до 19-го закрыть эти позиции. Об итогах весенней посевной кампании в Ингушетии уже докладывает исполняющий обязанности министра сельского хозяйства. Всего в этом году проведен сев яровых культур на площади более 42 тысяч гектаров. Овес 4 тысяч гектаров, горох 40, кукуруза более 22 тысяч, подсолнечник более 55 тысяч, картофель 960, овощи 155 гектаров. 100% объемных была проведена подготовка. Видно, урожай у нас, конечно, в этом году хороший. Если по зерновым мы ожидаем где-то в пределах 30 центнеров зерновых и кукурузы 40-45 центнеров. Действительно высокие очень цифры. Хотя, конечно, как мы все знаем, у нас было градобитие и потопление полей было, но с этой бедой мы тоже. В свою очередь Владимир Сластенин интересуется проблемами Минсельхоза. Оказалось, что ведомство из-за отсутствия средств не может закрыть вопрос опрыскивания полей. Всего, по их подсчетам, для защиты всех полей республики от вредителей понадобится 48 миллионов рублей. Они указывали КФХ, ГУПы и другие учреждения. Вот сейчас, когда идет распределение этих средств, Минсельхоз немного изменило распределение этих средств. Поэтому у Минфина возникли определенные вопросы по этому поводу. Они обещали сегодня решить эти вопросы и согласовать распределение этих средств. Также в рамках встречи затрагивается вопрос грантовой поддержки начинающих фермеров. Вопросам аграрной отрасли, как известно, особое внимание уделяет глава Ингушетии. Так, в ходе доклада Мухажир Албаков сообщает точные сроки оказания государственной помощи малым формам хозяйствования в виде грантов. На сегодняшний день документы издали более 60 участников этой программы. Документы будут приниматься по 26 число включительно. По окончанию приема документов будет создана уже проект комиссии на согласование сегодня-завтра начнем. Будет создана межведомственная комиссия. Комиссия будет работать 15 календарных дней. И по окончанию проверки мы где-то числа с 10 начнем выплаты грантов. Значит, очень внимательно, чтобы получили гранты именно те, да, кому они предназначены. И оформление, что было не как у нас в акте казначейства указано, проверки по прошлому году, там один листочек лежит в папке. Значит, серьезная подготовка, серьезный сбор материалов, это бюджетные деньги, за них надо отчитываться. На совещании присутствуют также представители других министерств и ведомств региона. Главы муниципалитета все еще на удаленной связи. Поднимаются самые актуальные на сегодня вопросы различных сфер жизни. Так, министр образования докладывает о готовности Ингушетии к проведению ЕГЭ в период пандемии. В этом году обязательные атрибуты экзамена, гелевую ручку и паспорт выпускникам придется дополнить новыми аксессуарами, масками и перчатками. Из-за карантина уровень подготовленности к сдаче экзамена у всех разные. И пока еще рано судить, каких результатов стоит ожидать от итогов, отметила министр. Всего на ЕГЭ в Ингушетии зарегистрировано более 2500 участников. Основной этап государственной аттестации формы экзамена республики планируется провести в 8 пунктах проведения экзамена. Все пункты разработаны в общеобразовательных учреждениях, включая один пункт на Дону в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Рособорнадзора.
Также премьер поинтересовался степенью готовности пищеблоков образовательных учреждений. Как известно, согласно указу президента страны, с 1 сентября все оснащенные школы обязаны обеспечить учащихся начальных классов бесплатными горячими обедами. Владимир Сластенин уже на встрече сообщает министру финансов о необходимости изыскать средства до начала учебного года. В остальных школах, где необходимо дополнительно пристроить столовые зоны, вопрос должны закрыть до 2023 года. 45 учреждений в этом году у нас готовы. Заявка направлена, софинансирование из республиканских средств как бы предусмотрено. Поэтапный переход на полное обеспечение до 2023 года. В течение этого периода мы просто обязаны привести в соответствие пищевые блоки для того, чтобы они могли организовать. У нас их просто нет физически, да, остальные? Есть часть учреждений, где необходим ремонт, где дополнительное оснащение, а есть учреждения, где совершенно не предусмотрено помещение. В свете последних стихийных событий остро встал вопрос о восполнении требуемого запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Последняя стихия показала, что картина на складских сооружениях МЧС Ингушетии не отличилась особой позитивностью, отметили на встрече. Общая сумма, необходимая для пополнения резерва – 119 миллионов. Скажу, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям от председательства главы республики Ингушетия правительство республики было дано поручение рассмотрения вопроса выделения финансовых средств на закупку в 2020 году строительных материалов, необходимых в первоочередном порядке, с учетом подверженности территории республики и чрезвычайным ситуациям. Когда у нас даже, не будем называть это термином МЧС, происходят какие-либо события, мы убедились в том, что на складах МЧС нет ничего, где мы могли бы помочь или людям, или где-то восстановить какие-то строительные конструкции. На сегодняшний день нет ничего. Такой расчет был сделан в прошлом году, но по фактическому состоянию нашего бюджета, утвержденный бюджет 2020 года, это не попало. Безусловно, нам эту ситуацию надо поправлять, потому что сегодня, как я уже сказал, на складах сплошной неликвид, который ничем мы людям помочь не может. На встрече поднимаются и другие актуальные вопросы. Без внимания не осталась проблема водоснабжения в летний сезон. Над этим работает специальная комиссия, созданная по инициативе главы. Сейчас необходима закупка водонасосов. Владимир Сластенин заявил, люди не должны испытывать неудобства с потреблением жизненно важного ресурса и поручил в срочном порядке оплатить все насосы. Главы районов себя эту проблему не снимают. Возить воду, привозить, там все использовали резервы, цистерны, бойлеры, все задействовано. Все время у нас какой-то 105-й район там постоянно без воды находился. Адресную помощь поставьте туда. В ходе совещания обсудили самые значимые события как в стране, так и в Ингушетии, подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию и мероприятию в честь 75-летия Великой Победы. Как отметил первый заместитель председателя правительства Михаил Елесов, все подготовительные работы идут по плану. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.